أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Вера в судьбу. Что такое судьба? Как ее правильно понимать? В исламе одним из сложнейших тем является судьба. Вера в судьбу – одно из столпов вероубеждения. Некоторые люди обвиняют свою судьбу за совершенные ими грехи или плохие поступки. Насколько это правильно? Что такое судьба? Как правильно ее понимать? На самом деле судьба – это предопределение к какому-либо измерению и правильное размышление по поводу решения какого-либо вопроса. В Священном Коране говорится: «Поистине, мы в должной мере сотворили всякую вещь. Он, тот, кто создал всякую вещь, соразмерил все должной мерой». Могучий и великий Аллах изначально предопределил судьбу творений и все, что произойдет. Итак, дадим определение понятию «судьба». Во-первых, Аллах не принуждает человека делать добро или зло. И у каждого человека есть право на выбор. Всевышний послал священную книгу Коран и своих посланников, чтобы указать нам правильный путь. Человеку предоставлен выбор между добром и злом. Если он выберет правильный путь, то получит огромную пользу как в этом мире, так и в мире вечном. А если выбор будет его иным, то получит он недовольство Аллаха, неспокойствие в этом мире и приведет это только к вечным мукам на том свете. И главное – верить в нее или нет. Во-вторых, судьба – это предопределение, предписанное Всевышним. И Он ведает обо всем, из сроков всего сущего до сотворения этого, а потом Он создал то, что изначально знал. И все происходящее является следствием Его знания, могущества и желания, и будет оно продолжаться до судного дня и после него. Судьба человека. Так как Аллах сотворил человека разумным и предоставил право на выбор, судьба его тоже является необычным, в отличие от других его созданий. Рассмотрим судьбу человека в двух аспектах. Первое. Происходящее не по воле человека. Быть созданным мужчиной или женщиной, ростом выше либо ниже, светлокожим или темнокожим, то есть это явление, происходящее не по воле человека. Человек не будет за это спрошен в судном дне. Стоит отметить, что бывают и случаи, где человеку предоставляется право на выбор. Например, потерять родителей и остаться сиротой – это судьба, происходящая не по воле человека. Но вот проявить к этому терпение, не поддаваться мукам и эмоциям, быть сильным, уповая на всемогущего Аллаха – это является выбором человека. Он не будет спрошен за то, что стал сиротой, но то, что он выберет по своему желанию и воле, человек будет спрошен. Второе. Происходящее по воле человека. Никто не принужден делать добро либо зло, так как у человека есть свобода выбора. Например, просыпаться утром рано или поздно – его выбор. Дальше сделать омовение и прочитать намаз тоже на его усмотрение. Кто захочет, тот читает. Кто не захочет, то не читает. Также выбор верить в одного Аллаха и стать мусульманином или нет остается за ним. Но Всевышний указал всем и прямой путь, и тот путь, который вводит в заблуждение. Он даже указал состояние тех людей, которые последуют за истиной и за заблуждением. Он упомянул об этом в Священном Коране. «Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе, а кто творит зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо со своими рабами». Уважаемые братья и сестры, изменить судьбу в хорошую сторону в ваших же руках. Очевидно, если мы выберем истинный путь и последуем за ним, то обретем счастье в обоих мирах. Да наставит нас Аллах на правильный путь.